Добрый день всем еще раз. Спасибо большое за предыдущее выступление. Тоже такая общая картина сложилась в голове дополнительно. Разрешите поделиться нашим опытом внедрения гендерно-чувствительной педагогики в преподавании STEM-предметов в рамках реализации программы «Девочки в науке» ЮНИСЕФ. Как ранее ведущая отметила, данный проект реализуется в партнерстве с такими организациями, как Международный общественный фонд Розы Сахаровой, Центр защиты детей, и с этого года еще Enactus. Я представляю сегодня инновационный колледж АУЦА. Сама я там также преподаю химию, я тоже такой же учитель и очень горжусь этим. Наш колледж представляет собой учреждение, которое обучает детей после 9 класса, дает не только общее, но и профессиональное образование. В нашем колледже мы обучаем наших детей по следующим направлениям. Это программная инженерия, социальная трансформация, дизайн высоких технологий, предпринимательство, экология, дизайн-менеджмент и стартап-финансы. Как вы заметили, все наши направления как раз-таки относятся к категории профессий будущего, и мы готовим как раз-таки будущих креаторов, новаторов и так далее. Можно следующий слайд? Что касается самого проекта, почему мы решили принять участие в этом проекте? Потому что очень сильно отзывается цель. И цель именно нашей организации в этом проекте – это усилить потенциал наших учителей и учительниц, а именно усилить их потенциал в сфере гендерно-чувствительной педагогики, а также мы очень рады поделиться инновационными подходами преподавания с учителями средних школ. Следующий слайд. Данный проект реализуется с 2020 года. В этом году у нас уже реализуется вторая фаза. И нами были обучены 669 учителей и учительниц. Также мы разработали онлайн-курс по внедрению гендерно-чувствительной педагогики в преподавании STEM-предметов, а именно таких предметов, как физика, химия, биология, математика, информатика. Ранее, как было отмечено представителями Министерства образования, сейчас мы делаем упор на STEM-профиль, и как раз мы усиливаем потенциал учителей этого профиля. Также в рамках первой фазы были переданы STEM-наборы 20 школам для того, чтобы нашим учителям было легче начинать проводить какие-то совместные исследования с детьми, проекты и прочее. Можно следующий слайд? Географический охват проекта. В рамках первой фазы мы работали со школами города Бишкек и города Ош, а также близлежащих районов. В Оше, например, Карасуйский район, а в Бишкеке это были школы Васильевки. Во второй фазе мы работаем с Нукатским районом, Сузавским, Соломединским, Атбашинским, Кочкорским и Аламединским и Сокатинскими районами. Данные районы были выбраны не просто так, именно в этих районах был высокий показатель детской бедности. Следующий слайд. Что касается самой гендерно-чувствительной педагогики, самыми основными тремя китами по успешному внедрению гендерно-чувствительной педагогики являются это среда обучения, методика преподавания и материально-техническая база. Возможно, среди коллег возникнет вопрос, чем отличается гендерно-чувствительная педагогика от обычной педагогики и почему мы делаем акцент именно на этом. Дело в том, что испокон веков складывались определенные стереотипы, определенное мышление в обществе. И мы все с вами прекрасно знаем о том, что возможностью, например, даже заниматься наукой, да, женщины получили намного позже эту возможность. И, соответственно, в этом плане, или, допустим, был комментарий от представителя Министерства образования, что очень сложно убедить девочек выбирать какие-то технические специальности. Да? И вот как раз-таки, понимая эту проблему, мы предложили со своей стороны
работать с учителями по тому, чтобы, начиная со школьной скамьи, чтобы девочки и мальчики одинаково видели разные профессии, чтобы не было стереотипов о том, что врачами могут быть только девочки, а там, условно инженерами и архитекторами могут быть только мальчики. Чтобы не было таких стереотипов, чтобы дети выбирали профессию, свое будущее именно исходя из своих интересов, а не исходя из половой принадлежности. Поэтому, собственно, был сделан акцент на гендерно чувствительную педагогику, и сегодня я постараюсь рассказать, как мы это сделали. Следующий слайд. Среда обучения. Очень важно, именно даже большое значение